Государства-участники Конвенции о правах ребенка, в том числе и наша страна, признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни, заниматься искусством. Прошло ровно 30 лет с того дня, как Кыргызстан присоединился к данному документу. По случаю юбилейной даты президент сделал обращение к кыргызстанцам. Наш священный долг заботиться о том, чтобы каждый ребенок в Кыргызстане вырос здоровым и умным гражданином в объятиях семьи, в любви и уважении, в счастливой жизни. Мы сделаем все возможное, чтобы вы, наши любимые дети, выросли здоровыми, образованными, сильными, уверенными в себе, успешными гражданами, любящими свою родину. Многое сделано, но предстоит еще многое сделать. Мы предприняли решительные шаги, чтобы сделать наше новое поколение высококвалифицированным, конкурентоспособным в быстро меняющемся мире. И мы начали системную реструктуризацию в сфере образования. К юбилейной дате в историческом музее открылась выставка, посвященная результатам работы международной организации ЮНИСЕФ по защите прав детей. На мероприятии выступила заместитель председателя ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристиана Буржуолу. По оценке организации, за эти 3 десятилетия наша страна добилась заметного прогресса в защите прав детей. Кыргызстан за 30 лет достиг прогресса в реализации прав детей. Я бы хотела отдельно отметить такие пункты, как здравоохранение, иммунизация, образование и защита детей. В прошлом году Комитет по правам ООН, который находится в Женеве, рассмотрев отчет о правах детей в Кыргызстане, выдал 146 рекомендаций. И ваша страна в рамках этих рекомендаций провела очень большую работу. Как отметила уполномоченный по правам Асель Ченбаева, сейчас отдельное внимание со стороны государства уделяется детям уязвимых семей. В этом направлении с 2025 года по указу президента начнется апробирование пилотного ваучерного финансирования детей дошкольного образования. Это даст возможность ребятам из малообеспеченных семей посещать детские сады. Проект будет осуществлен во всех регионах страны. Это очень знаменательный праздник. Я хочу обратить ваше внимание на сегодняшнее обращение президента к нашим гражданам, к детям. Он отметил важные моменты, отметил о том, что очень много было сделано, что было сделано в области образования, что планируется делать в 2025 году, финансирование детей. Целевое финансирование детей в высокогорных и приграничных районах, из малообеспеченных и бедных семей. Также в рамках мероприятия прошло открытие выставки, посвященной правам ребенка. Цель экспозиции – рассказать и научить взрослых слушать своих детей, защищать их интересы, проявлять к ним заботу и внимание. В нашем историческом музее открылась выставка, посвященная защите прав детей в стране. Дети – это наше все. Их интересы, желания должны быть услышаны нами. После закрытия данной выставки мы собираемся сделать постоянную экспозицию, посвященную детям Кыргызстана. Напомним, что Конвенция о правах детей в Кыргызстане была принята в 1994 году в сотрудничестве с ЮНИСЕФ. Совместная работа ведется правительством, гражданским обществом, международными партнерами и бизнесом. Юлия Яценко, Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.